Сегодня было констатировано, что эти приоритеты были выполнены полностью. В ходе сессии главы государств всесторонне обсудили военно-политическую обстановку в целом мире и в зоне ответственности нашей организации. На основе обсуждения этой обстановки и выводов были высказаны соответствующие предложения по дальнейшей эффективности нашей работы в том или ином направлении. В частности, по вопросам внешнеполитической деятельности и координации нашей работы с международными организациями, по установлению с ними тесного взаимодействия в решении многих вопросов и прежде всего борьбы с терроризмом и экстремизмом. Главы государств на основе анализа обстановки сделали соответствующее заявление. Сегодня пресс-служба секретариата организации это заявление распространит. Значит, очень важным вопросом, который обсуждался в ходе сессии, и главы государств подписали соответствующее решение, мы считаем, это по снижению напряженности на таджико-афганской границе и в целом таджикском приграничье. Это прежде всего связано с тем, что главы государств подписали перечень дополнительных мер, направлены на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Второе, это было акцентировано на необходимости ускорения формирования целевой программы по укреплению охраны государственной границы Таджикистана с Афганистаном. На этой работе, соответственно, мы уже провели работу, мы практически 70% этой работы сделали, я имею в виду в нормативном оформлении. 70% этой работы сделаны, выражается это в том, что мы согласовали предложения, конкретные предложения, которые должны войти в эту целевую программу. И я надеюсь, что в следующем году нам удастся эту целевую программу представить главам государств уже на утверждение с последующей реализацией. Но сегодня та обстановка, которая складывается, и те вызовы и угрозы, которые исходят с территории Афганистана, вы прекрасно понимаете, что нам необходимо принимать, кроме дополнительных мер, так сказать, и первоочередные меры, что мы в этом году и делали. Мы провели комплекс соответствующих учений на территории Таджикистана с нашими коллективными силами. Мы провели несколько операций, специальных операций, которые включали в себя оперативно-профилактические меры по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также провели специальную операцию «Наемник», целью которой было это перекрытие каналов или путей въезда-выезда на территорию наших государств представителей различных международных террористических организаций и тех представителей, которые участвовали в террористической деятельности на территории Сирии, Ливии и других странах. Результаты соответствующей этой операции мы доложили главам государств, они были и, соответственно, и были утверждены, не утверждены, а были поддержаны наши предложения об проведении такой же операции в 2020 году. Конечно, нельзя обойти вниманием и тот факт, что главы государств в ходе своей сессии большое внимание уделили юбилейной дате, которую в следующем году все мы отмечаем. Это 70
75-летия победы в Великой Отечественной войне. Соответственно, для подготовки и проведения этих мероприятий президенты наших государств утвердили план по подготовке и проведению 75-летия празднования победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что прошлый год на сессии Совета коллективной безопасности были, соответственно, приняты решения о партнерстве и наблюдательстве в нашей организации. Соответственно, сегодня мы, оценив обстановку, с ратификацией этих документов в государствах-членах АДКБ и министры иностранных дел, и главы государств акцентировали внимание на необходимость проведения практических мероприятий по привлечению партнеров и наблюдателей ОДКБ. И эту работу мы сейчас будем активизировать и проводить совместно со всеми государствами. Могу сказать, что у нас уже есть кандидаты, партнеры и наблюдатели нашей организации. Несомненно, реализация этого механизма позволит нам и повысить имидж и статус нашей организации на международной арене. Что касается взаимодействия с международными организациями, сегодня было отмечено, что у нас хорошо организовано взаимодействие и эффективно работают все механизмы этого взаимодействия с профильными структурами Организации Объединенных Наций, с контртеррористическим управлением, с Департаментом операций по поддержанию мира, с контртеррористическим комитетом при Совете Безопасности ООН и с политическим департаментом. И действительно, мы на сегодня имеем хорошие результаты по совместной работе, взаимодействию и участию в различных мероприятиях по обмену информацией, что помогает нам в работе. Я хочу сказать, что сегодня отмечалось отдельно то, что при подготовке наших коллективных миротворческих сил необходимо уделять особое внимание с учетом при их подготовке учитывать то, чтобы они могли выполнять свои задачи в миссиях по мандату Совета Безопасности ООН. Такая работа уже проводится, есть и подготовлена, согласована и в стадии реализации дорожная карта по встраиванию нашего миротворческого контингента или нашего миротворческого потенциала в миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций. Кроме этого, в соответствии с декларацией, которая принята была в прошлом году Советом коллективной безопасности и отмечала необходимость укрепления боевого потенциала наших коллективных сил, был проведен ряд мероприятий, связанных с подготовкой, совершенствованием подготовки наших коллективных сил с учетом опыта боевых действий вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирии. В текущем году было проведено 5 таких учений. Они прошли на территории Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и, в общем-то, имели свою направленность, начиная от ликвидации бандформирований в том или ином регионе нашей ответственности до проведения миротворческой операции. Это называется по единому плану, замыслу и носили комплексный характер.
Соответственно, по их результатам были сделаны соответствующие выводы, пересмотрены состав сил и средств коллективных сил оперативного реагирования, коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона и коллективных миротворческих сил с целью совершенствования этой структуры и организации управления ими. Остальные вопросы, которые рассматривали главы государств, они носят чисто организационный характер и связаны с организацией всестороннего обеспечения деятельности как организации в целом, так и рабочих органов. Вы знаете, что у нас были вопросы, связанные с назначением генерального секретаря. Значит, сегодня президенты, главы государств поздравили Станислава Васильевича Засю, представителя Республики Беларусь, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года. Это идет во исполнение, это решение подготовлено во исполнение решения Совета коллективной безопасности 2015 года, где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом. Была Армения, сейчас, с 1 января 2020 года, очередь Республики Беларусь. И, соответственно, был назначен представитель Республики Беларусь. Спасибо.